На самом деле были районы, где людям было достаточно сложно, и мне довелось несколько дней принимать заявления в администрации в поселке Псахара. И те случаи, которые рассказывали люди со слезами, потому что действительно были такие ситуации, когда даже жизнь была под угрозой их, и поэтому было достаточно сложно. Мне кажется, они до сих пор даже морально отошли от всего этого. То, что касается самой ликвидации вот этих последствий, я думаю, что это растянется еще на несколько месяцев, потому что если сейчас мы занимались вопросами уборки мусора, да, допустим, то, что было первоначально, то сейчас мы дошли до того, что нужно заниматься уже ремонтными работами. Очень многие люди не вскрывают свои полы дощатые, понимая, что там мыло, его тоже нужно убирать, потому что если ты это вскроешь, то нужно сразу же нужны стройматериалы, нужны возможности все это отремонтировать, потому что людям иначе негде будет находиться, и они вот в таких условиях пока пребывают. Вопросы все эти решаются, ожидается определенная помощь, пока мы не знаем, какая от государства. Подключаются очень много волонтеров, надеемся разобраться с этим, но я думаю, что это не вопрос одного месяца. Как все-таки организовано это волонтерское движение? Сколько человек в нем участвует? Достаточно ли сил? Понятно, что масштабы не маленькие, поэтому, наверное, и дел очень много. Вы знаете, я подключилась к волонтерскому движению, которое было организовано в Сухуми волонтерами, активистами. Моя задача была координировать, потому что очень важно, если приезжает группа людей, которые хотят помочь, очень важно понимать, где действительно нужна эта помощь и какая она должна быть, эта помощь. Мы столкнулись с тем, что мне приходилось ездить на объекты. Вот нам дают какой-то адрес, что там нужна помощь, да, запрос какой-то приходит. Я ехала на объект, проверяла, можем ли мы вообще осилить то, что нужно там сделать. Либо мы можем, но при этом нам нужна какая-то большая техника. В таком случае уже подключалась администрация поселка, предоставляли там и КАМАЗы, и грейдеры, и то есть все, что было необходимо. И моя задача была скоординировать и совместно с местными властями, чтобы волонтеры могли работать, потому что иначе это не помощь, а просто будет какой-то хаос. Мы постарались именно вот так это сделать. По количеству было до 20 человек. Помощь нужна, до сих пор нужна. До сих пор есть семьи, где нужно именно физически помогать людям. Поэтому если есть кто-то желающий, мы всегда рады, пусть приезжают, координируем. А вообще вы говорили о запросах, да? А какие запросы поступали, какого характера? И там, может быть, какие-то случаи конкретно вы могли бы назвать? Может быть, где-то было особенно тяжело или вообще припоминается в силу каких-то обстоятельств именно этот случай? Ну, вы знаете, очень был такой яркий момент, очень много людей на него откликнулось. Принимая заявление в администрации, пришел молодой человек со своей мамой, она была на костылях, ей стало плохо, она рассказывая все это. И когда я его спросила, может ли он написать заявление сам, он говорит нет. И я просто посмотрела на его руки, у него руки были в мозолях до крови. И когда стала расспрашивать, оказалось, что то есть у него 2 родителей инвалидов, маленький ребенок, и он один в семье, то есть он физически не справляется со всем, что ему нужно сделать. И причем он не просил помощи. Он говорит, мне нужен там контейнер. Администрация сразу же предоставила ему этот контейнер, но физически нужно было помочь ему все это загрузить. Приехали 20 человек волонтеров, когда мы загружали ту груду мусора, которая там была. Мы одновременно там по 8 человек поднимали, там, допустим, какой-то размокший ковролин, да, допустим. Я его спросила, как ты донес это до сюда? То есть это все он дома вытащил самостоятельно. Он говорит, я не помню. То есть человек в шоковом состоянии самостоятельно сделал то, что мы 20 человек потом загружали с трудом. То есть люди вот в таком состоянии пребывали, им шоковом, им нужно было быстро все ликвидировать. Я даже не представляю, как это вот все смотреть, когда твой дом весь кувырком, когда все до мелочей. Кстати, вы уже несколько раз говорили о состоянии психологическом, да, людей. Сейчас как, успокоились или все-таки есть еще такой момент? Я думаю, что уже, конечно, этот момент более-менее решен, потому что каждый
человек, и он просто хочет, чтобы с ним поговорили. Я знаю, что администрация, допустим, поселка, они ездят, стараются зайти в каждый дом, и когда к ним хоть кто-то из представителей приходит и говорит: не бойтесь, мы все рядом, решим, нужно время, люди успокаиваются. То есть они не требуют каких-то сверхъестественных там вещей, они просто хотят увидеть, что их поддерживают. И те люди, которые эту поддержку увидели, это внимание, конечно, им становится намного проще, но оценивать их состояние мне, например, сложно, потому что у многих огромные кредиты, и все эти сложности. И просто находиться, когда у тебя вчера все было нормально, это не вопрос малоимущих семей, это вопрос семей со средним достатком. Когда у тебя вчера Асида, всё что было, сейчас самое... Да, я поняла вас. Самое главное в первую очередь, в чем сейчас состоит работа волонтеров? Что сейчас, на первоначальной, скажем, степени важности? Сейчас вопрос волонтеров все-таки продолжается в плане вот именно уборки. Есть еще моменты, где нужно помогать, а дальше уже будет вопрос встать рядом с властями и помогать, допустим, в той же раздаче гуманитарного груза, который собирается. Я думаю, в этом нужна будет помощь. И, конечно же, в вопросе ремонтных работ, если кто-то готов открывать какие-то сборы, чтобы закупать стройматериалы, либо кто-то умеет владеть навыками, там, сделать какой-то ремонт, там, положить тот же ламинат заново. То есть вот такие волонтеры нам... То есть работа еще предстоит и достаточно большая. Огромная.